В республику поступили 30 новых автомобилей скорой помощи. Современный транспорт обновит автопарк 14 муниципалитетов. Ключи главам районов и главным врачам больниц вручил глава Коми Владимир Уйба. На месте побывала Дарья Вологжанина. За рулем нового УАЗа глава республики. Владимир Уйба лично тестирует новый транспорт. 14 муниципалитетов обзавелись машинами скорой помощи, газами и полноприводными УАЗами. Все они приобретены по поручению Владимира Путина за счет федерального бюджета. Республика Коми сегодня передает в руки, надежные руки водителей для того, чтобы новые автомобили служили нашим жителям, чтобы были комфортные для медицинского персонала. Ну и самое главное, это автомобили, часть из них полноприводные, УАЗы, которые нам очень необходимы именно для сложных наших северных дорог. Усинская ЦРБ УАЗом «Патриот» на время закрывает потребность в обновлении своего автопарка. За 2 года это уже 4-й новый автомобиль. Полноприводная модель как никогда кстати для снежной суровой зимы. Все кареты скорой помощи в северном исполнении с предпусковым запуском двигателя и индивидуальным обогревом салона. У нас сейчас все бригады оснащены новыми автомобилями. 2 из них на базе УАЗа, 2 из них на базе УАЗ «Патриота». Машины показали себя за год хорошо, не ломались, большие, удобные, оснащены полностью необходимым оборудованием не только для диагностики, но и в том числе для искусственной вентиляции легких во время транспортировки. То есть автомобили очень хорошие. 12 автомобилей ГАЗ отправились на службу в территориальный центр медицины катастроф. Работать они начнут уже завтра. Но потребность в обновлении автопарка все равно остается. Срок службы санитарных машин – 5 лет. На сегодня центр организовывает помощь на территории Сыктывкара, Ухты и Сыктывдина. В автопарке 80 автомобилей. Срок службы многих подходит к концу, поэтому плановая замена необходима. В рамках модернизации первичного звена здравоохранения в этом году нам поставлено 119 единиц транспорта. Это такие санитарные машины на базе УАЗа, которые уже разъехались и разъезжаются в наши центральные районные больницы, остаются и в других местах. В рамках программы рассчитано с 2021 по 2025 год поставить 275 единиц санитарного транспорта. Поэтому ждем и будем менять своевременно наш автопарк. 30 машин неотложки – это около 80 миллионов рублей. Исполняющий обязанности главы регионального Минздрава Игорь Дягилев отметил, что это неоценимая поддержка и большой новогодний подарок. В 2022 году в рамках программы модернизации первичного звена региональный Минздрав планирует поменять порядка 75 машин скорой помощи, а также ожидает обновления автопарка по поручению президента. Дарья Вологжанина, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.